Все верно, Асан. Еще развили тему границы рядом с Ингушетией, Вонючки. Вилпес инкульта. Да, я хотел сделать отдельное видео, обратиться на чеченском языке к ингушам. Но раз затронули эту тему, я постоянно пытаюсь избегать, не говорить, чтобы, когда они начинают грызться в этой теме, чтобы туда не влезть и не запачкаться. Без сомнения, чеченцы и ингуши это один народ, это братский народ, который в силу разных обстоятельств, и если бы это обстоятельство под названием Россия не вмешалось бы в нас, мы бы были единым народом и никогда мы не разделились бы. Это факт, да, стопроцентный факт. Мы один народ с одним языком, чуть-чуть диалекты отличаются, мы друг друга прекрасно понимаем, когда говорят на ингушском, когда говорят, я понимаю, когда я говорю на чеченском, понимают они. Чечня, Чеченская республика начинается, как об этом сказал тогда Аушев, начинается в пригородном там и заканчивается в Хасавюрте. Ингушетия начинается в Хасавюрте и заканчивается в пригородном. Поэтому у нас нет ни границ, ничего, и они не нужны. Просто посмотрите на Европу. Люди, которые живут здесь, в Европе, ладно, кто-то живет где-то там, не имеет доступа к интернету и не видит мир, может говорить о каких-то вещах, что граница, земля там и так далее, и так далее. Это все полная чушь. Между нами никакой границы быть не должно. Ингушетия, конечно же, должна выйти из состава России. Да-мула, это произойдет. Да-мула. И мы должны строить свободное, демократических два государства. Я не призываю объединяться, но было бы хорошо, если мы были бы единым государством. Но мы можем быть конфедерацией на Кавказе, и, конечно же, с ингушами это будет нам намного лучше и легче сделать. Сейчас то, что закладывается, об этом, кстати говоря, Путин с Сакуровым, когда говорил, это тоже упомянул, это очень важно, потому что это закладывается мина между нами. Ингушей, те, которые выходили тогда на митинги в самом начале, они выходили против Евкурова. Нужен был повод, недовольная масса уже, энергия, вот эта, которая накопилась, да, как сейчас недовольная масса энергии направляется не против России, чеченская масса недовольства энергии, направляется против России, а против Кадырова направляется разными вот этими деятелями от Лубянки. И то же самое произошло с Ингушетией, с ингушами. Ингуши вышли, они были недовольны. Ингуши быть довольными не могут в принципе по определению, потому что вот в Чечне прошел геноцид, там столько людей убили и так далее. Ведь в Ингушетии тоже убили огромное количество молодежи. Люди были запуганы, просто в стрессовом состоянии ингушский народ находился. Это очень страшные времена были. Вот, чуть-чуть расслабили, да, у многих убили, многих посадили целыми семьями. Помните, в машине мать, сына, жену, детей, всех они там расстреливают. Это очень много страшных вещей пережил ингушский народ. И ингуши выступали тогда не против чеченцев. Я очень хорошо следил за этой в самом начале ситуации, просто это доказывать, опять вновь кричать очень сложно. Но я прекрасно помню, как на митинг, потом уже, когда начали уже говорить, что это там на чеченцев что-то там говорят ингуши и так далее, тогда один ингуш, я помню, это не все просто нам попало в сеть, не все это записывалось, вышел и сказал, мобиц галга, нохчи мобиц отбит галга. Вышел и сказал, мобиц там, и там очень строго сказал это. И его поддерживали все. Бэц галга ваймостре раскибу, КГБ-ю, галга вежрибу. Галга вежри бэц бога, раск бог дешу. Даже если у вас есть недовольство ингушами, даже если у вас есть недовольство чеченцами, обращаясь к ингушам, мы сейчас не имеем права это говорить. Все, кто так говорит, они автоматически способствуют КГБ. Они способствуют нашим врагам. Соответственно, эти люди являются
добровольными, неумышленными, сознательными, несознательными провокаторами в этом деле. Поэтому нам нужно просто помолчать пока об этой теме, не говорить об этом. Там все высосано из пальца. Вообще произошла подмена тогда на этих митингах. Начали говорить против Евкурова. И, конечно же, говорили против Кадырова. И против Кадырова ингуши говорили, и в том числе ингушам Кадыров немного плохого принес. Хотя им тоже он принес. Они за нас говорили, потому что мы не могли ничего сказать. Давайте сейчас будем просто объективными. А потом, вот в этот процесс, когда идет, вот в эта ситуация, когда появились разные вот эти Абадиевы, Мабадиевы, вот эти провокаторы от Лубянки, почему около там 40 ингушей или там 30 ингушей посадили, а Абадиева до сих пор не посадили? Почему он делает видео, ему отвечают, ему говорят, из него делают вот такую фигуру? Он никто. Это человек КГБ. И этот человек специально закладывает эту мину. И мы сейчас должны поставить жирную большую точку в этом. Во-первых, в своем неучастии в этом. И каждый раз, хотим мы этого или нет, подчеркивать, что мы братья. Сейчас время смуты между нами, потому что сейчас Россия ослабляется. Ей нужно устроить геноцид как русского народа, так и чеченцев, ингушей. В 1944 году ингуши, чеченцы, Сахоми, Вежери, Сахоми, Хам. Сегодня вы можете говорить, ты ингуш, я чеченец. Вы это можете говорить. 23 февраля 1944 года вы должны были это сказать. Вот тогда посмотрите, как к нам отнеслись тогда. Кто мы были? Нас тогда не делили. Малилди, аддит. Это вейц дохшум ждать. Хиц далищелшум датцер. Сейчас это категорически нельзя делать. Наоборот, раз они так нас заставляют себя вести, работает огромное количество троллей, провокаторов. Я сам входил в эти группы в Фейсбуке и пытался адекватно поговорить. Такое я услышал о чеченцах. Я пытался, здраво возмутиться, там что-то там объяснить туда-сюда. Вообще меня не слышали. Просто оскорбление, всю нацию, всех, все. И то же самое происходит ведь с чеченской стороны. Но это делают тролли. А потом подключаемся мы. Я тоже очень сильно разозлился, когда начали на всю нацию мою говорить. Ингуши, если говорят на чеченцев, они сами на себя говорят. Чеченцы, если говорят на ингуши, они тоже сами на себя говорят. Мы вот в нашем Ашхой-Мартановском районе, Катарюрте, да, откуда являются мои родители, я родом, у нас есть тейпы, которые и чои, там, 3, 10, миршбариш, масан дух-духу швайцик, на нашей границе, которые там есть и тут есть. У них там родственники, и у них тут родственники есть. Мы еще даже не разделились полностью, как два народа. Я не хотел бы, чтобы этот процесс, конечно, происходил вообще, потому что чем нас больше, тем лучше. И неважно, пускай приходят и другие народы, пусть живут с нами без границ. Нам не нужны границы, нам не нужно разделяться. У нас нет нечего делить. А тем более вообще высосан из пальца этот конфликт был. Для того, чтобы вот эта недовольная масса ингушей, которые там что-то говорили, их дискредитировать и их протест просто слить. Вот какая была провернута операция тогда. И им это удалось. Ингуши сели, сейчас мы начинаем друг с другом. Ты ингуш, я чечен, ты это, ты тот, ты такой, ты сякой. Это бред. Я, наверное, отдельно надо будет записать это видео или вырезать этот кусок, выложить, и чтобы вот этот вопрос, не обращайте внимания. Еще раз я вас прошу. Не играйте на руку врагам. Да, конечно, оскорбительно, когда делают. Но ингуши не убили 300 тысяч чеченцев. И чеченцы не убили тысячи ингушей. Это все сделали Россия и КГБ. Кремль это сделал. Русская империя это сделала. Вот кто враг.
Запомните. Остальное все это их происки. И находиться на оккупированных территориях и делить эту землю, это просто смешно. Если бы это не было бы так печально, это было бы просто до коликов в животе смешно. Вот так, как-то так. Так, кто-то говорит там, продолжая эту тему, кто-то говорит, что там земля наша, земля не наша, там и так далее. Все, кто хоть мало-мальски высказывает позицию отличную от оккупантов, эти люди автоматически попадают в тюрьму. Мы все это прекрасно знаем. Там нельзя говорить, там нельзя комментарии писать, о чем вы вообще говорите. На вот этих голосовых чатах, которые сейчас там эти разные там делают, там тоже сидят стопроцентные провокаторы сидят. Там люди, которые не показывают свое лицо. Зачем же делать голосовые чаты? И по голосу и так вас определят. Это обман, что вас не определяют. Открывайте, делайте через Zoom, откройте видео, покажите свое лицо, скажите, я такой-то. И мы быстро установим, работал ли он там в органах, кто его там, папа, дядя и так далее, работал ли он там, прослушивал ли он нашего маджахеда. Мы все это быстро выясним. Скрыть невозможно, тем более маленький народ. И это вот в это все сидят, мусолят, там что-то разговаривают. И там ингуши такие, чеченцы сики, твадигдуй, твавудуй. Имел дючве гук, ночи вала. И дючинц идите бауят, лат дить бауят. Тема, которую обсуждать нужно не в общем, а на конкретных примерах. Есть Абадиев. Есть там Магомед Бутылкин. Вот эти две личности обсуждаем. Какое отношение они имеют к чеченцам и к ингушам? Никакого. Как-то так.